Проблема выхода из берегов рек и многочисленных речушек во время паводков актуальна в Гулрыбском районе уже не один год. Многие годы вода заливала дома и приусадебные участки, смывая все на своем пути – живность, огороды и даже постройки. Вот почему в 2016 году в районе были начаты масштабные работы по расчистке русел рек. На эти цели из резервного фонда президента поэтапно было выделено порядка 40 миллионов рублей. Более 10 рек расчищено в течение прошлого года. И вот работы близятся к завершению. Первая остановка президента – село Пшап. Здесь речка с одноименным названием поменяла русло и размывала не только дорогу. Небольшая с виду речка практически смыла в море часть прилегающих к ней сельскохозяйственных земель. Более месяца трудились строители, чтобы вернуть ее в русло. Смета на проведение работ составила 8 миллионов рублей. Было вывезено больше 11 тысяч кубов материала, нерудного материала. Для сохранения прилегающей территории, поскольку на данном участке река, из-за того, что у нее были большие заторы, долгое время она сделала себе новый маршрут, то есть она пробила себе новое русло. И если вы обратите внимание, с правой стороны вы увидите, что часть участка полностью река забрала, а там была дорога, проходила, даже можно видеть часть заборок. Поэтому нам пришлось защитить эту часть, мы сделали вот небольшую дамбу. На реке Пшап когда-то был и мост, но река постоянно подмывала опоры, а более 5 лет назад во время очередных паводков его полностью смыло водой. Конечно, отсутствие переправы местным жителям создает неудобства, а некоторые пытаются идти вброд, чтобы сократить расстояние. Президент поручил подрядной организации рассмотреть возможность восстановления моста. В аварийном состоянии находится и переправа через реку Малый Кадор в селе Бабушара. Эти мосты взять сегодня и в одночасье их сделать, наверное, не будет возможности. Но в любом случае нужно будет спроектировать, посмотреть, какие объемы средств нужно будет необходимо для того, чтобы их привести в порядок. Это не один мост. И вы видели, там мосты, и в любом случае все эти мосты требуют соответствующего ремонта. Люди живут, надо помогать. Рауль Хаджимба посетил ряд участков в русле реки Малый Кадор, на которых проведены очистные работы. Малый Кадор протекает через несколько сел района и во время паводков становится совсем немалым. Расчистка русла имеет и стратегическое значение, так как река протекает в тоннеле под взлетно-посадочной полосой аэропорта имени Ардзинба. Работы по расчистке русла Малого Кадора проводились в 2 этапа. Сначала ее расчистили от истока до аэропорта, затем от аэропорта до устья реки. Участок от аэропорта до моря занимает порядка 3,5 километров, его протяженность. Мы его расширили, углубили. Общая сумма средств и строительных работ вышла порядка около 8,5 миллионов рублей. Следует отметить, что все работы проводились местными предприятиями. И, как отметил глава района, налоги, поступившие в бюджет, будут использованы в качестве дополнительных средств для дальнейшей расчистки и поддержания результатов. Помимо того, что работы сделаны, у нас еще и налоги остаются, которые мы на следующий год будем уже использовать как в качестве дополнительных средств, которые нам будут давать возможность, где засыпет, где река, она все равно неуправляемая, мы как хотим, так не получается. Потом уже последние годы вы сами видите, климатические условия не такие, как прогнозировались они. И прогнозировать очень сложно. Это мы сейчас говорим, что так все хорошо. Завтра что Кадор сделает, не знаем. Уже больше года в районе нет наводнений. И это, конечно же, благодаря расчистке русел рек. Правда, местные жители обеспокоены, ведь люди продолжают выбрасывать мусор прямо в речку. Речка нас не беспокоит. Большое спасибо. Вот сделали после этого нас. Нормально. Речка не беспокоит. Все нормально. Единственное, вот этот мусор. А кто выбрасывает? Машины приезжают, мы откуда знаем. Машины привезли, и люди тоже вот все там возят. Вот вокруг везде мусор. Все, что хотите. У нас хозяйство, у нас корова, у нас дети ходят. Везде все валяется, везде. Вот это одна наша проблема. В Гулрыбском районе также протекает одна из самых непредсказуемых горных рек Абхазии – Кадор. Ежегодно с 2004 года в устье реки ведутся работы по расчистке. Сейчас прокладываются так называемые рукава, благодаря которым во время паводков река беспрепятственно вливается в море. Если снизу, значит, этот объем, значит, на образовавшихся наносов не снять, то работы наверху невозможно провести. Здесь будет запруживать, и там будет выходить из берегов. Поэтому
основная задача сейчас успеть до паводка, убрать, значит, наносы. А естественно, что при расчистке этих искусственных рукавов весь материал, он представляет собой качественный материал, который может быть использован для любых нужд строительства самого высокого уровня, потому что этот камень обладает самой высокой маркой прочности. Кадор – крупнейшая лососевая река Черноморского бассейна, и все работы на ней осуществляются с учетом экологических особенностей и в целях сохранения биологического разнообразия природного объекта. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.